На территории Артемовского городского округа зарегистрировано 254 ребенка с ограниченными возможностями здоровья. Все они требуют особого внимания со стороны государства. Традиционно начало декабря ознаменовало собой начало очередного декадника, посвященного инвалидам. И старт ему дал праздничный концерт, состоявшийся в Международный день инвалидов в Доме детского творчества, который был посвящен мужеству родителей и детей с ограниченными возможностями. Некоторые итоги добрых дел этого года подвела директор Центра социальной помощи семье и детям Татьяна Гетманская. За этот год в декаднике инвалидов и неделе добра, а они начинаются у нас с декабря месяца, участвовало 150 детей. Новогодние елки ежегодно мы проводим. Это губернаторская елка, елка под эгидой Российского детского фонда и елка в нашем центре, в котором приняли около 75 детей с ограниченными возможностями. 16 лежачих детей мы поздравляли на дому. День защиты детей. 39 маленьких наших граждан Артемовского городского округа были приглашены на этот праздник. Ежегодно в течение 10 лет мы проводим фестиваль для детей с ограниченными возможностями. В районном туре в этом году приняли участие 39 детей. Областной фестиваль, 6-й год мы проводили в этом году. Областной фестиваль «Мы все можем», когда на базе ДОТ «Салют», это наши социальные партнеры по проведению этого фестиваля, приезжает 550 детей-инвалидов всей области. Это огромная армия детей, которых не просто нужно организовать отдых, но и оздоровление и досуг детей. В этом году эту кампанию мы провели совместно с территориальной комиссией. Кулешова Нина Михайловна помогала нам в проведении гражданской позиции у данной категории детей, проведении мероприятий и, конечно же, подарками. Конечно, чтобы провести все эти мероприятия, нужны спонсоры. И нашим постоянным спонсором является Российский детский фонд, ООО «Лига», компания «Восточный ветер» и уже на протяжении 2 лет концерн «Калина». Безусловно, подобная работа не ограничивается днями милосердия. И Татьяна Гетманская рассказала о том, какую еще помощь можно получить в Центре социальной помощи семье и детям. Это и социально-психологическое сопровождение в рамках госуслуг наших. 85 детей в этом году посетили психолога. Это дети и семьи с ограниченными возможностями. 21 несовершеннолетний посетил физкабинет. Это социально-медицинское обслуживание. В центре действуют группы дневного пребывания. В основном ставка делается на детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями для профилактики инвалидности. 70 детей, вот еще до конца года у нас статистика до конца не определена, но почти 70 детей за год посетили группы дневного пребывания, из них 12 детей-инвалидов. Юридические услуги. Все эти услуги, конечно, оказываются бесплатно. В центре действует телефон доверия. Это российский проект, действующий 2-й год. И проект продлен до 2014 года уже официально. 8 800 2122. Работает в ежедневном режиме. И, конечно же, на этот телефон доверия тоже обращаются дети и родители, воспитывающие детей с ограниченными возможностями. На российский телефон доверия за месяц поступает до 1000 звонков. Ну а декадник инвалидов продолжается. И Татьяна Гетманская пригласила всех детей с ограниченными возможностями и их родителей на предстоящие мероприятия. 14 числа в 2 часа дня мы ждем родителей и детей с ограниченными возможностями на наше мероприятие «Круглый стол» и мастер-классы «Мы вместе». Это будет работать психологи и педагоги дополнительного образования. 15 декабря в спортивном комплексе «Сигнал». Это ежегодное мероприятие. Тоже наши социальные партнеры, которые вместе с нами участвуют в декаднике инвалидов. Проводятся веселые старты для детей. 23-го Российский детский фонд в ДК «Лаврова» в городе Екатеринбург проводит новогоднее представление для детей с ограниченными возможностями. Часть детей тоже получит билеты на это представление. И 26-27 декабря у нас благотворительные елки в нашем учреждении. Конечно, декадник не заканчивается вот этими мероприятиями. С 1 января начинается неделя милосердия. В них тоже примут участие дети-инвалиды. Мы их будем приглашать на наши мероприятия. Это и благотворительные елки, организованные Женсоветом АГО. Это благотворительные елки, организованные общественными организациями, с которыми мы работаем. Это и Рождество православное. Все эти мероприятия запланированы до 11 числа. И в заключение Татьяна
Светлана Гетманская выразила свои пожелания. Мне бы хотелось, конечно, пожелать всяческого терпения и мужества родителям, воспитывающим детей-инвалидам, ну и совершеннолетним инвалидам, людям с ограниченными возможностями, сказать, что они не с ограниченными возможностями. Их возможности бесконечны, и мы всегда в нашем центре рады их поддерживать. С праздником!